если ребенок вас не слушается, это говорит о том, что вы с ним не можете договориться. Потому что взрослый, он задает вообще всю рамку отношений. Если ребенок не слышит родителя, значит родитель как-то ему не так говорит, не в том тоне, не в той форме, возможно, слишком как-то жестко. Для того, чтобы взаимоотношения между родителем и ребенком были гармоничные, хорошие, чтобы они друг друга понимали и слышали, нужно научиться договариваться. И всегда попробовать поставить себя на место ребенка. То есть стать ребенком хотя бы на минуточку, как будто бы проникнуть в него и посмотреть на себя взрослого его глазами. Как мама говорит, как к нему папа обращается. Ребенок на самом деле, он очень хочет слышать своего родителя. Он хочет быть желанным, любимым, и родителю нравится. Но когда на него какое-то оказывается давление, или это какой-то приказной тон, да, я тебе сказал, быстро там встал, пошел и сделал, ребенок начинает, он сопротивляется. То современные мамы, они зачастую заняты. Да? Помимо того, что есть всякие домашние дела, очень многие еще работают, не оставляют свою карьеру, да, или уже к ней вернулись. На самом деле времени на ребенка у мамы может не хватать. И это нормально. Она с этим справиться не может. И тогда, чтобы ребенка как-то чем-то занять, то его отвлекают игрушками, гаджетами, мультиками, еще чем-то, какими-то покупками и подарками, чтобы освободить время для себя. То есть здесь ребенок учится манипуляции. Ребенок просит внимания, да, ему говорят, на, вот это возьми, поиграй, и как бы мы с тобой потом пообщаемся. Или, если ты не будешь слушаться, я тебе там то-то, то-то не куплю. Их родители сами учат манипулировать. Ребенок эту как бы систему отношений очень быстро понимает и точно так же делает. Я сейчас буду баловаться, вредничать, буду там чего-то требовать, сманипулирую вами, вы мне купите, и я успокоюсь. То есть это зона их ответственности. Это зона ответственности родителей. Вот как дирижер управляет оркестром, да, так и будет играть скрипка и какие там еще есть в оркестре инструменты. Вот родитель, он всегда дирижер.